свое время пророк Мухаммад сообщил, что ради блага и процветания мусульман в начале каждого века Аллах будет посылать к ним муджадида, обновителя религии, который оживит ислам и вдохновит верующих. Одним из таких посланцев Аллаха был Муса Джаруллах Бегиев, посвятивший свою жизнь пробуждению мусульман от губительного духовного и интеллектуального сна, в который они погрузились много веков тому назад. Последние дни его жизни прошли в Каире, в доме для одиноких. Бегиев Муса Джаруллах. Год рождения 1871. Происхождение. Родился в Ростове-на-Дону, татарской национальности. Отец был купцом, а затем муллой. Место жительства – Петроград. Род занятий – мулла Петроградской соборной мечети. Семейное положение. Женат, имеет 6 детей. Имущественное положение. Никакой собственности не имеет. С 1904 года проживает в Петрограде. Все это время занимался литературными, богословскими и философскими трудами. Муса рано остался без отца. Его воспитанием занималась мама Фатима Ханум. В 11 лет Муса стал учащимся Ростовского-на-Дону реального лицея. Мать давала ему начальное знание об исламе. Позднее, по ее настоянию, он отправился в Казань. Оказавшись в Казани, Бегиев жил и учился в стенах вот этого медресе Апанаевской. Однако уже имевший опыт учебы в светском учебном заведении, дело в том, что в Ростове он уже учился в лицее, атмосфера, которая царила в медресе, судя по всему, его очень разочаровала. Он не увидел связи с жизнью, он увидел, что науки, которые преподаются, совершенно оторваны от действительности, и, будучи по своей натуре человеком любознательным, интересующимся, очень живым, интеллектуальным, он просто собрался и уехал обратно в Ростов. После окончания лицея Фатима Ханум уговорила сына ехать в Среднюю Азию, чтобы продолжить изучение ислама в Бухаре и Самарканде. Не удовлетворяясь старыми методиками преподавания, он сам выбирал себе предметы и шейхов-наставников. Здесь он изучил арабский и персидский языки, выучил наизусть Коран, постигал мусульманское законоведение, изучал математику, астрономию, античную и западную философию. В конце 80-х годов XIX века Муса Бегиев вернулся в Россию и попытался поступить в Петербургский императорский университет, но ему помешало незнание латыни. И тогда он отправился в Стамбул. Муса Бегиев в начальный период своей жизни колебался между тем, в каком направлении ему двигаться. Выбрать ли светское, выбрать ли духовное. В конце концов, он выбрал светское и приехал в Стамбул. Поступил здесь в военно-инженерную школу, чтобы получить высшее светское образование. Здесь мы наблюдаем, наверное, самый интересный, интригующий и поворотный момент в судьбе Мусы Бегиева. Казалось бы, у человека исполнилось желание, и он поступил в такое учебное заведение, в котором всегда хотел учиться. Но встреча с земляком, татарским писателем Мусой Акиегидзаде, который преподавал здесь русский язык и экономику, все изменила. Акиегидзаде поговорил с ним и посоветовал продолжить изучение религиозных наук, в которых Муса Джаруллах, казалось, уже успел разочароваться. Вернувшись через несколько лет на родину, в одной из своих книг Муса Бегиев напишет, что благодаря зернам любви к религии, которые Бог посеял в его сердце, он в последний момент принял предложение Мусы Акиегидзаде, его совет, который, наверное, сам Аллах передал ему через этого человека. И благодаря верности своему сердцу и духовному влечению Муса Бегиев стал тем, кем он стал.
Система религиозного образования Турции не устроила Мусу Джаруллаха. Он отправился в многолетнее странствие по мусульманскому Востоку. В Каире он стал студентом знаменитого исламского университета Аль-Азхар, где посещал лекции выдающегося реформатора муфтия Египта Мухаммада Абдо. Муса много времени проводил в Национальной библиотеке Египта, где изучал историю Корана и начал писать первый богословский труд по этой теме. Из Каира Бегиев отправился в хадж и 2 года провел в общении с исламскими учеными Мекки и Медины. Затем он посетил Индию, где много общался со знатоками ислама и приступил к изучению санскрита и индуистских священных писаний. Из Индии Муса вернулся в Египет и после почти 3-летнего пребывания в Каире отправился в Ливан, а оттуда в Сирию. В 1904 году Муса вернулся в Россию. Подводя итог своим странствиям, он писал: «Полный больших надежд, я в течение 15 лет путешествовал по исламскому миру в поисках религиозных знаний. Я побывал в Бухаре и Самарканде, Турции, Египте, Хиджазе, Индии и Сирии. Я повидал все религиозные мадресе, но вернулся на родину, к сожалению, совершенно разочарованным». Сразу же после возвращения на родину Бегиев получил предложение стать муллой в одной из мечетей Ростова-на-Дону. Но у Мусы были другие планы. Он отправился в Санкт-Петербург, где поступил вольным слушателем на юридический факультет университета. Первая русская революция 1905 года резко повернула ход его жизни. Бегиев стал активным участником политического движения российских мусульман. В эти годы он вместе с известным прогрессивным религиозным деятелем, издателем и публицистом Абдрашитом Ибрагимовым издавал газету «Ульфет», в которой публиковал статьи о политике, вопросах мусульманской морали и воспитания. В 1905 году в Петербурге вышла в свет его первая книга «История Корана и его списков», работу над которой он начал еще в Египте. Этим сочинением Мусы Бегиева заинтересовались и за рубежом. Оно было напечатано в египетском журнале «Аль-Манар», редактором которого был Мухаммад Абдо. Кроме этого, Муса Бегиев принимал активное участие в работе мусульманских съездов. Он знакомил российских мусульман с материалами этих форумов на страницах печати. Musa Carullah Begi'nin 2 eseri Mina bir zor yol gösterdi. Aslında Направление моему научному пути задали 2 произведения Мусы Джаруллаха Бегиева. В общем-то, если бы не эти 2 его работы, посвященные истории татар в начале 20 века, то сегодня, возможно, мы не знали бы должным образом своей истории. Первая из них называется «Основы реформаторства». Она вышла в 1917 году. В ней он дает подробную информацию о съездах татар и, в общем, российских тюрков. Вторая книга посвящена Всероссийскому съезду мусульман, состоявшемуся в мае 1917 года. Именно благодаря Мусе Бегиеву мы имеем 400-страничный сборник материалов данного съезда. Он был переведен и на турецкий язык. 300-400 bitten turgan zor protokoller varlıkka geldi. Hattalar Türkçe'ye de tercüme edildi. Интересно, что само решение впервые провести съезд российских мусульман было принято на свадьбе Мусы Бегиева с Осьмой, дочерью видного имама Суфия Закир Ишана. Свадьба состоялась в конце мая 1905 года в городе Чистополе недалеко от Казани. На нее съехалось более 500 гостей. Это был цвет татарской интеллигенции. Мы находимся в старом районе Казани, где находилась редакция газеты «Аль-Ислах». В 1908 году Муса Бегиев приехал в Казань и снял квартиру на 2-м этаже редакции. И окунулся в религиозную, культурную и политическую жизнь татар. Здесь он познакомился с книгоиздателем Ахмадом Исхаки
И из этого сотрудничества извлек большую пользу. Он за короткий срок издал очень много своих книг. Среди его трудов были переводы философской поэмы «Аль-Маари. Обязательность необязательного» и сборника стихов персидского поэта Хафиза Ширази. Свободолюбивые идеи этих мыслителей оказали влияние на российских мусульман, которые нашли в них ответы на многие важные вопросы. В начале 1909 года Муса Бегиев в Казани выступил с заявлением о типографских ошибках, обнаруженных им в российских изданиях Корана. Поначалу заявление Бегиева вызвало негодование среди мусульман России, но когда он показал найденные им ошибки, в Казани была создана специальная комиссия. Она подтвердила не только выводы Бегиева, но обнаружила подобные ошибки в стамбульских, каирских и индийских изданиях Корана. По результатам проверки комиссия разослала по мусульманским странам специальное обращение, привлекая внимание зарубежных ученых к данному вопросу. Я познакомился с трудами Мусы Эфенди поздно, относительно поздно. Мой покойный учитель, татарин, профессор Артур Сагадеев, который руководил моей кандидатской диссертацией, потом и докторской, посоветовал мне обратиться к трудам татарских мыслителей XIX и начала XX века. Я был поражен, когда состоялось это мое знакомство, насколько был это глубоко мыслящий человек, насколько он был смелый, насколько он опережал свое время. 100 лет, к сожалению, мы на 100 лет опоздали с осмыслением его наследия. Турецкий ученый Мехмет Гермес первым среди зарубежных ученых приступил к изучению жизненного пути и творческого наследия Мусы Джаруллаха. Он посетил страны, где бывал Бегиев, встречался с его учениками, изучил его труды и воспоминания о нем его современников. В настоящий момент Мехмет Гермес является заместителем министра Турецкой Республики по делам религии. Муса Бегиев великолепно знал историю и культуру ислама и хорошо представлял, в каком направлении ислам будет развиваться в дальнейшем. Он не только видел проблемы мусульман и всего человечества, но и предлагал верные исламские способы их решения. Так, приводя доказательства всеохватности божественного милосердия, он закладывал основы мирного сосуществования между различными религиями и культурами. Муса Бегиев всю свою жизнь следовал завету пророка Мухаммада, который провозгласил, что ради знания стоит проделать путь даже до Китая. В своих путешествиях он не раз убеждался в том, что какую бы религию ни исповедовали люди, на каком бы языке ни возносили мольбы ко Всевышнему, среди них всегда есть добрые и злые, щедрые и скупые, великодушные и подлые. Бегиев писал: «Мусульмане верят, что Аллах выразил почтение к людям, сделав их своими наместниками на земле. Однако люди живут в вечных бедах и несчастьях, нужде и горестях. Жизнь каждого человека, в которой он больше страдает, чем наслаждается, является лишь мгновением в минус 10-й степени по отношению к вечности, в которой к тому же его ждут неописуемые муки ада.
Какую цель преследовал Аллах, создавая столь жалких и ничтожных людей? И коль так, то в чем же заключается бескрайнее милосердие и всепрощение Властелина миров, назвавшего себя не иначе, как милостивый и милосердный? В поисках ответов на эти вопросы Муса Бегиев вновь и вновь обращался к Корану. И произошло чудо. Накопленный им жизненный опыт озарился светом мудрых аятов небесной книги. Бегиев осознал, что люди уже давно не понимают смысла подлинных слов Аллаха, высказанных в Коране, а слышат лишь мнение богословов. Он писал: «В суре «Предвечернее время» Всевышний Аллах говорит: «Поистине человек весь в убытке, кроме тех, которые уверовали, творили добрые дела». Удивительно, но ведь употребленное здесь слово «человек» не означает мусульманина или христианина. В суре «Женщины» говорится: «Никогда Аллах не устроит неверных примером для верующих». Разве здесь подразумевается, что неверные – это англичане, а верующие – это мусульмане Индии и Египта? Властелин миров говорит в Коране: «Истиной стала победа верующих». Кого Аллах имел в виду, упоминая здесь верующих? Он говорит о десятках миллионов индийских мусульман, оказавшихся в неволе у нескольких англичан? Или, может быть, о мусульманах Юго-Восточной Азии, ставших рабами голландцев? Таким образом, Муса Бегиев совершенно в новом свете увидел природу милосердия Бога. Эти идеи он высказал в своих лекциях по истории религии в Оренбургском медресе Хусаиния. Выступления Бегиева прозвучали как гром среди ясного неба. Мусульманское сообщество России было потрясено. Еще бы, впервые за всю историю ислама был подвергнут убедительной критике догмат об особом статусе мусульман перед Аллахом. Прогрессивно мыслящие мусульмане поддержали идеи Бегиева, но было много и несогласных с ним. С резкой, доходящей порой до оскорблений критикой Мусы Бегиева выступили не только религиозные фанатики, но даже просвещенные лидеры нации. В этот трудный для Бегиева момент в его защиту неожиданно выступил Ризаэддин Фахриддин, выдающийся богослов, общественный деятель, ученый-историк, редактор татарского мусульманского журнала «Шура». «Я рад видеть тебя здесь, Муса. Не скрою, Риза Эфенди, меня удивило ваше приглашение. Я подумал, неужели и этот знаменитый человек хочет покритиковать меня, услышав о событиях в медресе? Нет, родной, я пригласил тебя не для этого. Конечно, я знаю, что произошло в Хусаине после того, как ты выступил с идеей о всеохватности божественного милосердия. Скажи мне, понимаешь ли ты до конца, насколько важную проблему затронул? Я очень хорошо понимаю это. Вера в то, что Аллах спасет только нас, мусульман, а все другие народы будут брошены в ад, ввела в губительное заблуждение не только татар, но и мусульман всего мира. Именно из-за этого убеждения мы пали так низко, что уже не можем понять, о чем на самом деле гласят аяты Корана. Там говорится: соревнуйтесь в добрых делах. Если бы мы жили по заветам Корана, мы были бы передовой нацией. Я наблюдаю за тобой с тех пор, как ты выступил с заявлением об искажениях текста Корана. Как это ты сказал? Об обещании Аллаха и нашем состоянии. Это очень интересная мысль. Повтори-ка еще раз, будь любезен. Аллах обещал, что община верующих в Него людей будет самой сильной. А что в действительности? Мы, мусульмане, отстали во всем. Почему же, спросил я себя. Одно из двух. Либо Аллах не выполняет обещанного, либо виноваты мы сами.
Аллахның вәгъдәсендә тормый дип әйтеп башкасы ятырга. Невозможно, чтобы Аллах не держал данного слова. Следовательно, виноваты мы сами. Так и получается. Законы логики неумолимы. А знаешь, такие люди, как ты, приходят раз в 100 лет. Риза Хазрат, я не думал об этом. Но есть у меня одно правило. Я смотрю на реальность. Какой бы горькой ни была увиденная мною картина, я не отворачиваюсь от нее. Думаю, что каждый должен так поступать. Да, конечно, это так. Но ведь дело в другом, совсем в другом. Вот, к примеру, возьмем те самые искажения Корана. Сколько миллионов мусульман читают его? Сколько ученых-богословов изучили каждую его букву? Но почему только ты увидел эти ошибки? Я не знаю, Риза Эфенди, я не думал об этом. Это от того, что сам Аллах открыл твои глаза. А теперь выслушай мое предложение. Я собираюсь публиковать твои лекции о всеохватности божественного милосердия на страницах журнала «Шура». Что скажешь? Я даже не знаю, что сказать. Публиковать в «Шура» учение, вызвавшее такой шум, не подольете вы этим масло в огонь? Муса, поставленная тобой проблема важна не только для мусульман, но и для всего человечества. Будущее ислама зависит от того, как будет решена эта проблема. Если мусульмане примут учение о всеохватности божественного милосердия, то наше будущее будет светлым. Лекции Бегиева в журнале «Шура» вызвали большой интерес российских исламоведов. Петербургский журнал «Мир ислама» писал: прогрессивно-националистический лагерь мусульманской печати России приветствует появление каждой из книг Бегиева с шумным одобрением. Сочинения Мусы Бегиева стали вдруг предметом особого внимания. Идеи татарского философа все больше и больше начали распространяться среди константинопольских мусульман. Его смелая критика старых толкований начала нравиться очень многим. К полемике, вызванной идеями Бегиева, подключилась зарубежная исламская пресса. Турецкий журнал «Тюрк-Юрду» отмечал: наконец-то появился ученый в России, который своими сочинениями приобрел себе всеобщую известность. Это Муса Бегиев. Нет сомнения в том, что он является истинным новатором в исламе. Выступил и шейх уль-Ислам Османской империи Мустафа Сабри. Он наложил запрет на продажу книг Бегиева в Турции. Однако это решение вызвало протесты передовой турецкой интеллигенции, поэтому очень скоро оно было отменено. Впоследствии Мустафа Сабри признавал, что среди мусульманских ученых Бегиев единственный, с кем не зазорно спорить. Концепция всеохватности Божьей милости. Это очень правильная, современная концепция. Только на основе такой концепции можно жить вместе с другими представителями других конфессий. Невозможно строить нормальные общежития, невозможно, чтобы дружить с соседями из других религий, из других конфессий. И ты говоришь, все они обречены на адские муки. Все они будут гореть в вечном пламени. Все вместе со своими детьми, женами и так далее. Как можно нормально жить в такой обстановке? А вот такое понимание, оно общее для, к сожалению, для многих конфессий в традиционном понимании. И мусульмане даже между собой, сунниты и шииты, так обвиняли друг друга. И христиане, разные конфессии тоже так говорили друг о друге. Здесь, как показывал, прекрасно показывал Муса Эфенди, в нашей религии Бог любит, Бог, который любит нас больше, чем мать любит своих детей, как бы ни рассердился на нас, как бы ни угрожал,
как бы ни отвергал нас, все равно мать, она всегда потом примет своего сына. И Бог пусть и накажет на определенное время за грехи, все равно в конце концов осенит нас своей милостью, и мы освободимся от ада. После Октябрьской революции 1917 года Бегиев, введенный в заблуждение риторикой большевиков, пытался найти способы сотрудничества с новой властью. Но уже в 1923 году он опубликовал в Берлине свою книгу «Воззвание к мусульманским народам», известную как «Азбука ислама». В ней были развенчаны основы марксистского учения. Бегиев писал: «Конечно, в деле критики современного состояния человечества Карл Маркс абсолютно прав. Но он по всем пунктам ошибся в прогнозах на будущее. Нельзя строить цивилизацию на фундаменте поголовной нищеты. Нельзя попирать права и свободы людей, составляющих общество. Такие установки никогда не будут служить интересам общества. Подобные заявления есть результат фантазий, порожденных незрелым сознанием. Без изменения мышления, сердец, веры и морали народа революционные потрясения не принесут ни имущим и трудящимся добра и блага». Разгромная критика Бегиевым коммунистических идеалов стала причиной его ареста органами ГПУ. Лишь благодаря усилиям зарубежной татарской диаспоры и турецкой дипломатии Бегиев был освобожден из застенков. То, что Муса Бегиев предложил в своем трактате, а это можно назвать действительно трактат об азбуке ислама, он ислам кагидалары, ислам асаслары, то есть азбука ислама, которая охватывает разные стороны развития мусульманского общества в России, предлагает пути выхода из того кризиса, который считал Муса Бегиев, тянет мусульманское общество назад, тянет к отсталости, и он предлагает обществу не зацикливаться только на выполнении своих религиозных требований, основанных на шариате, а предлагает, чтобы каждый человек имел волю, свободу, свободно мыслить и встать на путь иджтихада, труда и творчества, таким образом не только останавливать ход развития исламской мысли, исламского богословия, но наоборот давать новый импульс, чтобы мусульманин был передовым, чтобы мусульманин пользовался научным, техническим прогрессом и не был отсталым, а развивал мусульманское общество, не оглядываясь на свою историю, а смотря на то, как развивается все прогрессивное человечество. И его мысли, которые были направлены на улучшение мусульманского общества, на то, чтобы мусульманам было уважительное отношение из-за достижений в области науки, культуры, богословия, просветительства, прогресса, он хотел таким образом поднять авторитет, вес ислама в мировом масштабе. Достойно удивления тот факт, что в буре Первой мировой войны и последовавших за ней социальных потрясений Муса Бегиев увидел грядущее. Он предрекал, что игнорирование божественных законов приведет человечество к новым колоссальным потерям. Он писал: «Да, на сегодня мировая война закончилась. Но между ведущими державами развернулась гонка вооружений. В ближайшие годы неизбежно полыхнет еще более страшная война.
В этих условиях мир ислама должен воспользоваться достижениями Запада, и к указанному времени исламские государства должны стать большой силой. Тогда-то и победит мир, а не война, и все люди осознают величие и ценность религии Аллаха. В течение нескольких лет после ареста, пока советская власть в поисках политической поддержки заигрывала с мусульманским миром, Бегиев, благодаря своему авторитету, еще мог оставаться в СССР. Но когда большевизм показал свое подлинное отношение к исламу, Муса Джаруллах осенью 1930 года был вынужден тайно покинуть родину. Так началась его жизнь в изгнании. На чужбине его ждала участь скитальца. Сразу же после эмиграции, будучи в Китае, он пытался основать свое медресе, но власти Поднебесной вынудили Бегиева уехать. Он отправился в Афганистан, где его тепло встретил король Надир-Шах. По распоряжению правителя Афганистана Мусе Бегиеву был выдан заграничный паспорт. Теперь он мог путешествовать легально. Бегиев отправился к своим давним друзьям в Индию. Позднее его радостно принимали татары Финляндии и Турции. В 1931 году в Стамбуле Бегиев встретился с Юсуфом Акчурой, советником президента Турции Кемаля Ататюрка. Юсуф Акчура, давний соратник Бегиева, покинул Россию еще до Октябрьской революции. Ассаляму алейкум. Присаживайтесь, Муса Эфенди. Но вот ведь как непредсказуема наша жизнь. Мы были вынуждены бежать с нашей родины. Мы не нужны там. А вот здесь мы признаны, достигли высокого положения. Мы приносим пользу новому турецкому государству в политике, в науке, просвещении и культуре. Это, Юсуф Эфенди, верно в отношении вас и Садри Эфенди Максуди. А мое положение, как видите, совсем иное. Любимая мною Турция не нуждается в моих предложениях и идеях. Муса Эфенди, нам очень нужны ваши знания, ваш опыт. Мы пригласили вас принять участие в работе первого исторического конгресса. Здесь читают ваши книги, издают их. Нам еще предстоит потрудиться вместе. Вы говорите книги? Турция избрала светский путь развития. Кому нужны эти религиозные книги? А я ведь думал, что будет иначе. В обращении к Великому национальному собранию Турции и господину Кемалю Ататюрку я предлагал строить механизмы государственности и внешнюю политику Турции на основе канонов ислама и аятов Корана. Ведь Великая Турция – это самая благодатная часть Востока. Какое бы место ни занимала религия в жизни Турции, самое важное для нас, чтобы эта страна в первую очередь была сильным и самостоятельным государством. Ведь больше ни один тюркский народ не имеет своей государственности. Ну а что касается религии, вы ведь сами писали, что прежняя религиозная и политическая власть Турции вели мусульманский мир к пропасти. А сейчас ситуация совсем другая. С помощью Турции мы отсюда можем начать процесс объединения тюркских народов. Садри Максуди думает так же. Нет слов. Садри Эфенди и вы – первые помощники в том великом деле, которое осуществляет Мустафа Кемаль.
Да откроет Аллах пути для вас. Но когда политика ставится превыше Аллаха, то я сомневаюсь в благополучном исходе дела. Пустые сомнения, Муса Эфенди. В настоящее время нельзя строить государство, основываясь только на религиозных постулатах. Ведь даже лидеры мусульманских народов видят причину отставания исламского мира от Европы в отрицательном влиянии ислама. Они лишь болтают об исламе. Они не знают настоящих возможностей этой религии и не способны увидеть их, ибо их глаза и умы ослеплены блеском западной культуры. Юсуф Эфенди, не забывайте слова пророка Мухаммада. Ислам появился удивительным образом, и таким же удивительным будет его возвращение. Хорошо, да будет так. Однако ведь на самом деле сегодня мусульманские народы оказались в положении рабов Запада. Да, конечно. Но это не результат влияния ислама, а совсем наоборот. Это наказание, посланное нам за измену исламу. Но когда-нибудь наши глаза прозреют, божественный свет озарит наши сердца, и тогда мы поймем, где находится источник вечного счастья. До середины 30-х годов Муса Бигиев жил в Берлине, где основал собственное издательство и напечатал ряд своих книг. Затем он отправился на Ближний Восток. В Иране и Ираке Бигиев изучал шиизм и посвятил ему отдельный богословский трактат. В конце 30-х годов основатель мусульманской общины в Японии и давний друг Бигиева Абдрашид Ибрагимов пригласил его к себе, и они проповедовали ислам в государствах Юго-Восточной Азии. Вторая мировая война застала Бигиева в Индии. Здесь он был арестован английскими колониальными властями и до конца войны находился под их гласным надзором. Но он не терял времени даром и написал ряд книг по различным вопросам исламского учения. Одна из главных проблем, которой занимался Бигиев – положение и роль женщины в обществе. Еще в Берлине он издал книгу «Женщина в свете священных аятов благородного Корана», посвятив ее своей любимой жене Асме Ханум. Вот раз пришли мы к проблеме женской проблематики. Здесь, наверное, самая яркая страница в творчестве Муса Эфенди. Такая защита женщин от неправильных толкований богословами мужчинами, вот как раз законы нашей религии. Вот, это очень интересно. Во-первых, что доказывает, что показывает Муса Эфенди? В нашей религии, в отличие от иудаизма и христианства, женщина не выступает орудием сатаны. Коран освободил женщину от этого. В Коране у нас Ева, Хауа. Ничего подобного в Коране нет. Это сам Адам провинился. И наоборот, даже Ева, получается, из чувства солидарности с мужем потеряла не он, вслед за ней, а она не оставила его одним. То есть в Коране четко указано, что виновник грехопадения – это Адам. Едва ли не впервые в истории ислама Бигиев подверг критике отношение мужчины к женщине. Он заявлял, что до тех пор, пока божественный хиджаб высокой морали и почтения не ляжет на сердца и взоры мужчин, нет смысла прятать женщину за тканью и удерживать ее в 4 стенах. Муса Джаруллах писал: «Ислам не препятствует появлению женщины с открытым лицом в мечетях, образовательных учреждениях и массовых мероприятиях.
Но ислам категорически запрещает женщине склоняться к вульгарности. Пришло время понять, что пока в отношениях между мужчиной и женщиной отсутствует любовь, милосердие друг к другу и равенство, невозможным будет существование ни самой семьи, ни могучего государства, ни жизнеспособной нации. Главной ценностью человеческой цивилизации Муса Бегиев считал семью. Он писал: «Цель творения – это семейная жизнь. Семья и есть первый шаг в рай». Утверждая Адама наместником на земле, становя ему на службу ангелов и всю природу, Аллах преследовал одну цель – благополучие семьи. Адам – лишь половинка целого. Только вместе со своей женой он становится единым целым. Пока нет жены, нет рая, нет семьи и нет исполнения Божьего завета. В изгнании Муса Бегиев тяжело переживал разлуку со своей семьей. Он надеялся, что сумеет вывести ее из России, но сделать этого не удалось. Он писал: «Последние годы своей жизни я живу с осознанием того, что покинул моих любимых дочерей и сыновей и их милосердную мать во враждебном окружении. Но я ни в чем не повинен. Такова была воля судьбы». Последние месяцы жизни Мусы Бегиева прошли в Каире, где он был окружен заботой своих друзей и учеников. Рядом с ним находилась дочь Абдрашита Ибрагимова Фузия Ханум. Муса Эфенди, я принесла пирог, изюм и ваш любимый цейлонский чай. Спасибо, дочка, спасибо. Поговорка «где татарин, там опасность» неверна. Вернее, было бы сказать «где татарин, там и чай». А когда египтяне слышат слово «татарин», им вспоминается не опасность, а татарские мамлюкские султаны, которые спасли их страну от монгольского нашествия. Как же удивительны повороты истории. Есть ли на свете еще один такой народ, который, потеряв свою независимость, строил бы другие государства? Послушай, дочка, можно ли как-то переправить меня в Россию? Я хотел бы повидать моих детей и любимую Асьму. Муса Эфенди, конечно, я постараюсь помочь вам в этом. Но пустят ли вас в Россию? А если и пустят, не бросят ли опять в тюрьму? Возможно, последняя война смягчила Советы, и они не отправят в тюрьму седого старика. Даже после победы Советы не знают, что такое милосердие. Вот совсем недавно был начат процесс врачей-вредителей. Советское правительство словно сошло с ума. Ему везде мерещатся шпионы и враги. И не говори. Что может ждать народ, который подчинился власти, объявившей войну Богу? Это я от отчаяния говорю. Куда мне ехать в таком-то состоянии? Сила покинула мои руки. Никогда такого не было. Видно, придется мне уходить, так и не увидев мою дорогую Асьму. Я целовал бы землю под ее ногами, прося прощения. Но если она не простит, то имеет на это право. Муса Эфенди, вы так переживаете из-за разлуки с близкими. Наверное, сожалеете, что все так сложилось. Нет, Фузия Ханум, нет, не сожалею. Я не отказываюсь ни от одного своего поступка, ни от одной мысли. Аллах открыл мои глаза, и я бесконечно благодарен Ему за это.
Я должен был донести до людей открывшиеся мне знания. А если бы я предпочел личные интересы, жену и детей, то это стало бы предательством по отношению ко Всевышнему. Эти улицы Старого Каира помнят Мусу Джаруллаха Бегиева, престарелого человека, который всю свою жизнь провел в странствиях по всему свету. И в октябре 1949 года здесь, в одном из домов престарелых, он закончил свой жизненный путь. Египетская газета «Аль-Ахрам» от 29 октября 1949 года сообщила, что упокойные молитвы по Мусе Бегиеву были совершены в каирской мечети Сеиды Нафисы, а похоронен он был на фамильном королевском кладбище Хидвия. Приблизился час, и раскололся месяц. О человек! Устремившись к Господу, ты не побоялся расколоть свою жизнь. Что ж, возрадуйся, ибо ты встретишься с Ним. В твою правую длань вручена будет книга деяний, и ты вернешься к своей семье в радости. Что ж, сегодня твой праздник. Ты прошел изнурительный путь, но без него не быть празднику. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Ты усердствовал, ты двигался вверх каждый день. Не обживался в чужой музыке, в чужих стихах, в любимой женщине. Дни твоей жизни были подобны парусам корабля, плывущего в неизведанное. Встречай безмятежный час тишины. Ты достиг последних ступеней. Ты толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного Пути. В безмолвии и благоговении. Как же ты нуждался в них? Benim nazarımda Musa Carullah Cemalettin Afganilerden çok daha büyük. По моему мнению, Муса Джаруллах стоит несравненно выше таких ученых, как Джамалиддин Афгани и Мухаммад Абдо. Только из-за отсутствия у него возможностей, сегодня историческая наука говорит о Мухаммаде Абдо, о Джамалиддине Афгани и не говорит о Мусе Джаруllah'е. Musa Carullah'tan söz etmiyor. Bugün dünyada her yerde В наши дни во все уголки мира проникла ваххабитско-салафитская идеология со всеми присущими ей заблуждениями и ошибками. Наилучшее лекарство против этой идеологии вы найдете у Мусы Джаруллаха. Иными словами, я полагаю, что человек, знакомый с его философией, взглядами и подходами, никогда не позволит ограничить себя узкими рамками подобных жалких и неглубоких идейных течений. Муса Джаруллах – это океан, а для того, чтобы войти в него, нужно уметь плавать. Не умеющий плавать в том океане утонет. Deryaya girmek için yüzmeyi bilmek lazım. Yüzmeyi bilmeyen o deryada boğulur. Татари могут гордиться тем, что у них такой мыслитель мирового масштаба, который в его время был, наверное, один из самых ярких обновителей мусульманской мысли во всем мусульманском мире. И всегда говорил, и, наверное, буду говорить и дальше, если мусульмане России, а прежде всего я имею в виду татар, поскольку все-таки основной этнос мусульманский в России это татар, мусульман России это татар. Если татары не покажут всему миру, каким должен быть ислам, ислам настоящий, подлинный, прогрессивный, высокоинтеллектуальный, терпимый, открытый на других, то не ждите его ниоткуда. Вы, наоборот, должны
показать миру и не мусульманскому, и особенно мусульманскому, каким должен быть ислам, да, мы говорим сейчас в 21 веке. Не ждите откуда-то. Муса Бигиев – это, конечно, ну, я бы так сказал, в исламском мире это гений, которого никто не превзошел. Потому что он настолько глубоко понимал Коран, что не во всех странах понимают его теорию. Но это будущее исламского мира. Мне кажется, наш опыт, он уникален. Не в том смысле, что не было реформаторов. Целая нация реформировалась. И это благодаря нашим реформаторам. Начал Курсавий. Муса Бигиев был вершиной этого. И этот опыт, он не просто уникален. В исламском мире больше другого нет опыта. И исламский мир пойдет именно по этому пути. Это не мое мнение. Это говорил генеральный секретарь Организации исламской конференции Икмеледдин Ихсаноглу. Он сказал, мы ждем от Казани, что они вот эту традицию продолжат и реформируют ислам в мире. Это ждет и Запад. Это очень важно. Потому что сегодня нагнетается вот это, как с той и с другой стороны, что вот противостояние, новая Берлинская стена нагнетается. И есть заинтересованные политики в этом. Но на самом деле такого нет в исламе как таковом, если брать сам Коран. Там терпимость. И вот теория Муса Бигиева, она как раз, она очень терпимая. Твори добро, все. Тогда милость Аллаха на тебя распространяется. Там нет другого в Коране. Пока человек не ощутил биение пульса Творца в своем сердце, он не видит величия рассветов и не слышит музыки, скрытой в дыхании ветра. Бесконечная дробность мира не сложится для него в ясную картину и не отделит землю от небес. Муса Джаруллах Бигиев. Язык, которым он говорил, делает ощутимым живое присутствие властителя истины. Из множества возможных вариантов он выбрал тот единственный, который открывает путь дальше.